Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Мы продолжаем выпуски Восточного ревью с востоковедом Александром Князевым. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. В одной из последних передач вы сказали, что если руководитель Таджикистана продолжит давление на оппозицию в своем прежнем режиме, то это выльется в вооруженный протест. И вот в Таджикистане перестрелки, теракты, можно как по-разному их трактовать. То есть, я понимаю, что это было закономерно, но насколько это было получилось сильно и какой прогноз дальнейшего развития событий? Те события, которые произошли в Таджикистане, 4 сентября это произошло, когда замминистра обороны поднял группу сторонников, захватил массу оружия и ушел в горы. И тот процесс, о котором мы говорили раньше, давление на партию Исламского Возрождения и на всю оппозицию в целом, попытка зачистить политическое пространство, это немножко два разных процесса. Потому что вот этот мятеж генерала Назарзуда на самом деле не имеет никакого отношения к таджикской оппозиции вообще и к ПИФ в частности. Это некий раскол внутри таджикской правящей элиты. Этот генерал был одним из очень близких людей к Эмомали Рахмону. Буквально весной этого года он был назначен министром обороны. Он никогда не имел отношения к партии Исламского Возрождения. И это отдельная вещь. Это может быть связано либо с какой-то криминальной деятельностью, наркотики, контрабанда оружия. Он, кстати, курировал Минобороны, как раз все, что связано с вооружениями. Либо это часть большого какого-то плана, более серьезного раскола в элите. И часть какого-то более серьезного плана вооруженного свержения Эмомали Рахмона. Другое дело, что сейчас власти Таджикистана пытаются над всем, что является антиправительственным, антирахмоновским, повесить ярлык исламизма. Уже сейчас, если проследить официальные заявления в Душанбе, можно увидеть такую линию. Все, что против Рахмона, включая Назарзада, который намаз не читал. Я подозреваю, что он и водку не так редко выпивал во время Рамадана, предположим. Это человек вообще другой формации абсолютно. ПИФ от него отмежевалось, но у них сейчас слишком слабо слышно их голос в Таджикистане. Сейчас все объявляется, во-первых, связанным с ПИФ, потому что это последняя политическая партия сила. Партия Исламского Возрождения Таджикистана, да. Запрещенная правительственными... Ее запрет под сомнением, потому что ее объявили вне закона прокуратура и Минюст, которые неправомочны этого делать. Но сейчас идет просто физическое давление, просто без юридических оснований закрыта типография, закрыты все помещения. Под вопросом, огромным вопросом съезд партии, который должен пройти во второй половине сентября. Лидер партии под угрозой физического, не уничтожения, уголовного преследования скрывается за границей. Многие другие лидеры тоже сейчас, я так подозреваю, начинают уже потихонечку исчезать. То есть налицо попытка просто грубыми силовыми методами все закрыть, без всякой легитимизации, а населению объявить их всех исламистами, террористами. Уже были заявления МВД, каких-то еще структур, Комитета Министерства госбезопасности Таджикистана о том, что ПИФ прямо связано с исламским государством, с Даиш, хотя таких связей близко не просматривалось. Мятеж Назарзада тоже связан, во-первых, с ПИФ, а во-вторых, дальше линеечка продолжается на исламское государство. И под эту сурдинку, под эту песню нужно давить всех и все, что шевелится. К сожалению, все это поддерживается и снаружи. То есть президент России срочно позвонил Рахмону, поддержал в борьбе с терроризмом. Но нужно разобраться, кто в большей степени террорист. Государство, где исчезают граждане оппозиционные без суда и следствия, где любое инакомыслие вынуждено находиться за рубежом, где оно преследуется и сейчас дочищается. Или генерал. Генерал – часть системы. Это рахмоновский генерал, это не генерал из оппозиции. Это один из его соратников, это передел участия в наркотрафике, это передел в каком-то другом незаконном бизнесе. Только так можно объяснить. Генерал, не проявившийся никакими боевыми заслугами никогда. Он тыловик, скажем так. Близок к семье Рахмона. Участвовал наверняка во всем теневом бизнесе. Да, произошел какой-то передел, генерал выразил недовольство и так выскочил. Но сегодня его объявляют исламистом. Не пахло там исламизмом. Этот мятеж, он может иметь отношение к чему угодно, кроме ислама и оппозиции как таковой. На сегодня давайте завершим. Большое спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.